Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Мужчина, которому вы очень нужна. Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком не думайте. Песочек все покажет сам. Ну и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересненько. Здесь у мужчин очень яркая жизнь была. Знаете, хочется сказать, покуролесил в свое время. Как, знаете, оторва какой-то был. Может, даже проблемы с законом были, может быть, какие-то вредные привычки. Может быть, жил одним днем, да? Ярко, но одним днем. Риск, азарт, компании. Вот, знаете, вот горячность, мне идет горячность. Но такой привлекательный, по крайней мере, был очень привлекательным. Как можно сказать, зажигалочка, да? Мужчина-зажигалочка. Да, как-то непутевую жизнь этот мужчина вел. И, грубо говоря, именно в это время вы с этим мужчиной где-то пересекались. Либо познакомились. А может быть, вы в браке состояли, у вас отношения были полноценные. Сейчас между вами как будто бы вот как рухнуло что-то, как обломки. Вот обломки памяти, можно так сказать. Вот он по вам плачет. А у вас с его стороны сухо. Да, по поводу мужчины сухо. Он плачет, а вы нет. Ему без вас тошно, больно, неприятно, а вам как-то нормально. Скорее всего, либо вы кем-то другим утешились, либо живете свою лучшую жизнь и об этом мужчине стараетесь не вспоминать. Знаете, как страшный сон. Слава Богу, что прошел, да, что я проснулась, и это меня больше не беспокоит. Хотя иногда до вас что-то об этом мужчине долетает. Может быть, какие-то общие знакомые. Может быть, вы друг на друга подписаны в соцсетях. Может быть, семьи там друг друга знают. Да? Вот что-то долетает. И вы всегда такая, что от него ждать, да? Типа, как-то махаете рукой. Для вас все понятно. А он, кстати, очень поменялся за последнее время. То ли он чем-то болел, то ли он... Может быть, даже и сидел, извините, но у кого-то и так отыграется. А у кого-то еще отыграется, что он развод пережил. Развод, расход, скорее всего, развод. Но тут как бы давно вы с ним знакомы, очень давно. Может быть, даже и не были официальные отношения, но с какой-то женщиной, может, совместно проживал. И вот они разошлись, разбежались. Я вам, девочки, такую вещь скажу. Вот вы ему как-то идеально подходили, причем и по характеру, и по внешности, и по интимной совместимости. И вы очень терпеливый человек, и очень умный человек, разумный. Вы такая, знаете, вот с вами легко сойтись, с вами легко договориться. Вы никогда не давите, вы никогда там не уничтожаете. Нет, вы всегда готовы понять, принять, простить, но и в то же время, да, от своего не отступаете. Такая вы шустрая девушка, шустрая, в хорошем смысле этого слова, да. И вот вы ему идеально подходили, несмотря на то, что он такой необузданный, вот горячий весь такой. Сначала сделаю, потом подумаю, сначала сделаю, потом отвечу, да, вот как-то так у него все в жизни было. Вот, идеально подходили, и вы его как-то особо понимали. Вот другие его не понимали, а вы понимали. Понимали, вот что ему нужно. Может, угадывали его мысли, могли прочитать его мысли, там, предчувствовать, предвидеть. Вот как-то видели его насквозь. Давали ему хорошие советы, выручали его, подсказывали.
может быть, даже спасли его в какой-то момент. Вот мне идет такое. И этот мужчина, он очень жалел, что он вас потерял. Но потерял он по своей собственной вине. Именно вот что-то он либо сделал, либо наоборот не сделал. Да? Может быть, вы уходили, а он не стал вас держать. Там гордость не позволила. Ну, либо он там, знаете, как-то поступил, что привело к тому, что вы расстались. Вот он себя простить не может, что тогда вас не удержал около себя. И то, что с ним потом происходило, это просто на ад похоже. На ад, хотя нет, в аду, наверное, такое не происходит. Прям очень у него там в жизни все запуталось, завязалось. И очень плохо ему было без вас. Очень плохо, да. А вот теперь вот у него как второе дыхание открылось, либо новый шанс на жизнь появился. И он хочет к вам, он хочет с вами. Вот по прошествии лет, да, с высоты прошлых лет он смотрит и такой, ну вот только с ней, только к ней у меня были особые чувства. Только она меня принимала, только с ней мне было хорошо. Ну, это как прошлый мне идет какой-то, бывший, прошлый. И, кстати, девчонки, кто был в любовном треугольнике с женатым мужчиной, и мужчина не сделал выбор, да, либо сделал выбор, но не в вашу сторону, потом он уже 100 раз пожалел. Скорее всего, они там уже расстались. Но мне идет, что он с кем-то расстался. Вот. Счастливым он не стал. Наоборот, он стал очень несчастным. Себя сейчас винит, что вот так все случилось. Еще здесь показано, что он с кем-то про вас говорит очень часто. И мне сдается, что это либо экстрасенс какой-то, либо гадалка, допустим. Ну, может быть, какой-то предсказатель. Вот как часто задают про вас вопросы, получает о вас ответы, подсказки получает. Вот у него желание вас вернуть, только не совсем понимает как. Почему-то вот идет, что вы как-то плохо расстались, вот нет уверенности, что вы его примете, нет уверенности, что вообще его выслушаете. И поэтому он с кем-то консультируется. Может, он к психологу ходит, да, и у психолога консультируется, да, как правильно поступить, что делать, как вернуть. Ну вот явно с кем-то общается. Но это не родня, нет. Это не мама, не папа, не друзья, нет. Это кто-то, кто дает ответы. Ну, навряд ли мама будет давать ответы, либо друг. Нет, это либо психолог, либо да, кто-то из мира эзотерики. Мужчина, кстати, да, спесь как немножко ушла, но не вся. Частично как бы ушло, менее такой вспыльчивый стал, менее дерзкий, но тем не менее, то, что было, оно все равно еще есть. Вы ему очень нужны для того, чтобы не пропасть. Ну, потому что действительно, вот вас не стало в его жизни, и жизнь полетела под откос. Еще, знаете, как у кого-то отыграется, что вы своей любовью дороги ему открывали. То есть приносили ему удачу. Вот что бы он ни делал, пока вы его любили, пока вы были с ним, ему и солнце ярче светило. Да? Вот удача была, везение было у него в жизни. А вот вас не стало, и все как стало схлопываться, закрываться. Вот прям холодно, холодом повеяло. И солнце зашло, за облака зашло, да, за грозовые облака зашло. Не просто облака. Да, да. Хочет счастья, хочет любви, хочет жить, а не выживать, а не существовать. Вот поэтому, да, вы ему очень нужна. Тут другой вопрос, нужен ли он вам? Потому что, судя из этой отсыпки, вы-то ему нужна, а вот он вам нет, не очень. Может, в принципе, вы о нем действительно как избавились, и, слава богу, не хотите вспоминать. Вот вы к нему спиной, он к вам лицом, а вы к нему спиной. Нужен ли он вам? Нужен ли он вам? На самом деле, вот не могу сказать про отношения, но вижу, что он может чем-то вам помочь, либо в чем-то вам помочь. В работе, в бизнесе, в решении каких-то проблем. Он может, и он будет помогать, если станет вопрос. Да, вы попросите, либо позволите.
Но с другой стороны, в плане отношений, ну, он трудный человек, тяжелый. Вы же и сами это знаете. Скорее всего, догадались, о ком я говорю. Вот. Хотя вы уже его знаете. Вы знаете, как с ним общаться, либо чего от него ждать. Ну, если любила, если чувства еще не прошли, просто вот как в спящий режим перевелись, то вполне себе, почему бы и нет. Потому что он меняется в угоду вам, в угоду будущего, он меняется. И это, да, сложный процесс, он будет продолжаться. Но если вы четко понимаете, что не хочу, я не хочу больше этих хождений по мукам, то тогда, да, не стоит ни шанса давать, вообще не стоит с ним общаться, да, ни к чему хорошему не приведет. Сначала он будет просить, потом он будет требовать, да, потом он проходу вам не будет давать. Если какой-то маломальский шанс он увидит, почувствует, да, он уже как бы проходу вам не даст. Ну, такой вот он мужчина. Ну, там смотрите сами, думайте сами. Вот здесь еще показали какого-то нового мужчину у вас на горизонте. Но только чуть-чуть совсем показали. Мужчина новый, и он светлый. Светлый, то есть он блондин, русый, либо седовласый. Вот светлый мужчина. У мужчины какая-то улыбка очень широкая. Вот прям улыбается либо на все зубы, либо от уха до уха улыбка. Очень широкая улыбка. Очень, кстати, добрая улыбка. Вот этот мужчина, вы ему тоже нужны. Но здесь как только все начинается, да, вот можно сказать, он на вас глаз положил, вы ему очень нравитесь. Может быть, это взаимно. Мужчина о вас мечтает. Вот здесь показано, что он мечтает. И еще у кого-то отыграет, что именно этот мужчина всю жизнь искал женщину, подобную вам. То есть вы как бы полностью соответствуете его идеалу, да, идеалу женщины. Но этот мужчина, он еще как вам об этом скажет. Я вижу, что вы потихонечку как друг к другу подходите. Главное, чтобы вот этот из прошлого не помешал. Вот, да, этому мужчине вы нужны. Нужны для любви, сразу говорю. Именно для любви, чтобы любить и быть любимым. Вот, для этого вы нужны. Ну, вполне себе нормально, благородно, чинно благородно. Но это как будущее, да, это ваше будущее. Пока вы друг на друга через расстояние смотрите. Ну, может быть, вы и общаетесь, но ничего там личного, близкого нет. Но вы уже ему очень нужны. Уже он, как знаете, вас к себе в кровь впустил, под кожу впустил. Он думает, мечтает о вас очень много. Нравитесь, влюблен. Да, но это новый человек. Вот здесь показано, что вы детям нужны. Не знаю, дети, внуки, может быть, какие-то младшие родственники. Люди, которые младше вас по возрасту. Вот вы им очень нужны. Нужны, причем нужны не только как там, мама, бабушка. Нужна не только ваша забота, но еще нужна ваша мудрость, ваше умение, ваша как сила, да, талант и сила. Вы им очень нужны. Хоть там дети и взрослые, все равно вы им очень нужны. Даже если это не родня, вот этим людям, ну, тут как два человека, вы очень тоже нужны. Без вас как-то они не справляются, да? Либо нуждаются в вашей мудрости. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.